Шрифтом Брайля пользуются все незрячие и слабовидящие дети. Это особый метод письма с помощью сочетания 6 точек. Каждая точка обозначает какую-то букву. Они пишут по методике Брайля, очень медленно пишут, все на слух надо давать. Это не все особенности обучения в интернате для слепых и слабовидящих. К примеру, дети получают основное образование не за 9, а 10 лет, чтобы каждый из учеников успел усвоить школьный материал. После окончания школы через Министерство образования наших детей почти всех устраивают в средние специальные заведения. В общем, наши дети, которые тотально слепые, они идут на массажистов учиться. Кроме того, предусмотрены различные кружки и спортивные секции – танцы, дзюдо, робототехника, лепка и многое другое. Больше всего детям нравится лепить различные фигурки. Это хорошо развивает мелкую моторику. Хочу делать для кружки ручку. Тяжело вот так вот лепить? Да, так не тяжело. Без коррекционных занятий тоже никак. Педагоги проверяют чтение и письмо учеников. Вдруг откуда подбежала... Откуда-то? Смотри, хорошо. Откуда-то подбежала лохматая собака. В Грозненском интернате дети проводят будние дни, а на выходные уезжают домой. Всего же здесь обучается около 200 детей от 6 до 17 лет. Весь педколлектив имеет высшее педагогическое образование и еще дополнительное дефектологическое. Все педагоги, которые к нам приходят, молодые специалисты с педуниверситета нашего, мы обязательно их обучаем Брайлю. Специфики нашей работы, конечно, они должны здесь на месте это все увидеть на практике. Интернат работает уже 85 лет. Все эти годы здесь ухаживают за незрячими и слабовидящими детьми, а благодаря поддержке руководства республики создаются все условия для их комфортного проживания. Интернат находится на окраине города. Здесь богатая природа и чистый воздух, огромная территория, на которой располагается множество фруктовых деревьев. Помимо всего, здесь построены детские и спортивные площадки, а также начато строительство стадиона, открытие которого намечается на следующий год. Амина Шагириева, Маусар Даудов, «Неделя».